Сегодня будет рассматриваться дело по Топче Энверу Сияровичу, обвиняемому по статье 205.6, статья о недоносительстве. Журналистикой начал заниматься уже после 2014 года, когда в Крыму развернулись такие события. До этого я с журналистикой ничего общего не имел, я не учился, у меня не было никаких знаний, так как вообще специальность моя это биохим-лаборант. Я заканчивал колледж, после чего я приехал в Крым, и в Крыму уже, конечно, по специальности я устроиться не смог, и устроился растачивать коленвалы, блоки. Работал на шлифовке коленвалов, шлифовке, расточке блоков. После чего, когда в Крыму начались уже массовые задержания, обыски, пытки, как, например, пытка Рината Параламова, все это, конечно же, очень сильно отозвалось во мне, и я не мог оставаться в стороне. Сложности, я думаю, это, наверное, обыски и поездка на эти обыски. Например, один из таких случаев, это, наверное, массовое задержание, когда в Крыму задержали 25 крымских татар, крымских мусульман, и мы не знали, это все было ранним утром, когда у меня на телефоне появился звонок, я подрываюсь, вижу, что 3 обыска проходят в Крыму. Пока я умылся, оделся, начал собирать оборудование, свой штатив, свой телефон, их уже было 5, я вышел с дома, это уже было 7 обысков. Доезжая, помню, до Белогорска, их было уже 15. Когда я уже непосредственно приехал в Симферополь, их было уже больше 20 обысков. Конечно же, мы не знали, куда ехать, какой из них освещать. Журналистов на сегодняшний день мало, да, чтобы освещать эти события именно объективно, именно показать, как происходят обыски, как задерживают, показать их семьи, этих детей, да. И мне кажется, это очень сложно. Крымский гарнизонный шум, чтобы услышать оглашение. Крымско-татарская журналистика, это борьба. Это борьба с тем, что сегодня происходит в Крыму. Это наше несогласие, это наша мирная борьба, чтобы доказать, что крымские татары не террористы, крымские мусульмане никогда такими не были, и что сегодня этот ярлык вешают на крымских татар незаконно, несправедливо, и мы для этого работаем и освещаем эти все суды.